Hükümetin deputatı Kadir Albal, главой заместителю начальника отдела. Тот содержал я отбыл Республики Дагестан Хебги, Рихун Чата, Хватуму Анигиц и Сонги, Юргол Баркасезеги, Рухайдаки на Бисохутаги, Дилханитли Овчи Утустамату Вигалас. Серкорум Гамугу, Сати Севергу, депутату в данный момент. Следующее предложение сессии рази депутатов голосовали. Воздержались против. Например, вот изменение устава, например, сессии, да? Если изменение было в российский закон, он решил изменение, если руку они чанги статья дорачуни, и антолистол изменение. А антолист зал еще не решенный. Или в журу газета доракуну, они основную часть перестатья 6, дорожная деятельность, отношение автомобильных дорог, местного значения, границах населенных пунктов населения, обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание, обеспечение функционирования парковочных мест, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском, наземном, электрическом транспорте, дорожном хозяйстве, вне границы населенных пунктов населения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог, осуществление дорожной деятельности в соответствии с федеральным законом Российской Федерации. Евгений, Анцуги, 27 коротко выяснил уже создание, развитие, обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны, использования особо охраняемых природных территориальных местного значения, территорий местного значения. Абгиугу, пункт 27, статья часть 1. Среди осуществления мероприятий оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, короче, деклет только для интересов Буржуана проектов, да. А проектом генплана Зулгюхани на поселение Зелихизора, среди часть 1, статья 16 для обслуживания вопроса местного значения информации о поселении деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопроса о внесении инициативных проектов на их рассмотрение, осуществление территориального общественного самоуправления части территориального муниципального района могут проводиться собрания граждан. Коротко. Опрос граждан Зулгюха роли изменений жителей муниципального района или его части, в которых определяется реализовать инициативный проект, достигший 16-летнего возраста для объявления мнений граждан о поддержке данного инициативного проекта. Вот проект Лолюгуни, 16 лет учись, инициативный проект Лезеголюха на обсуждение. Короче, об изменении люки, газета Лекума, Анеклецев, для интересующих социальных целях, а в закон принимателей, разы депутатов, голосовали. Воздержались? Против? Так. Второй вопрос, проект бюджета от сессии Доsun, Хансел об утверждении бюджета на 22 год и планы период 23-24 год. Выступление начальника финотдела. Ассаламу алейкум. Уважаемые депутаты, уважаемый Магомед Гаджиевич, после приглашения в соответствии с уставом Эмир-Кузарский район, положение бюджетного процесса Эмир-Кузарский район на ваше рассмотрение вносится бюджет на 2022 год и планы периода 2023-2024 год. Основные характеристики проекта бюджета Эмир-Кузарский район на 2022 год прогнозируем объем дохода бюджета Эмир-Кузарский район на 2022 год в сумме 1 миллиард 128 миллионов 384 тысячи 416 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, ожидаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 885 миллионов 939 тысяч 16 рублей. Дотация 85 миллионов 933 тысяч рублей.
базе расчета дотации предусматриваются средства на обеспечение потребностей на оплату труда, начисление на оплату труда с учетом доведения минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года до 13 617 рублей буквально проект бюджета. А до Путиница показал, он сезон 13 890 бахине робит. Эркинетер сюда сумма цифру азин на зарплату 85 миллионов плюс. Это статья урестайская, азия зарплата изживлена. И республика Атлантит адрастли джунгле, уже группе артусан вложится. Повышение на 4% с 1 октября 2021 года фонда оплаты иных категорий работников не подпадающих под действие указа президента Российской Федерации. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которые распространяется действие мер майских указов президента Российской Федерации с учетом роста номинального начисления заработной платы педагогических работников доп. Образования 29 366,9 рублей в месяц. Работников культуры 27 962,7 рублей. Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 1 505 388 тысяч. Субсидии на обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 14 572 000. На обеспечение бесплатным двухразовым питанием завтрак, обед учащихся ограниченной возможности здоровья, в том числе детей, инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 1 013 820 рублей. Субвенции госстандарт образования 345 839 буквально проект бюджета 3 718 асбахан аз утверждение республиканского бюджета изменений и 342 121 000 рублей гуманитар. Госстандарт дошкольного образования 109 477 000 рублей. Повышение средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования, исходя из среднемесячной заработной платы 25 271 рублей. Педагогических работников общего образования 27 962,7 рублей. Субвенции бюджетом сельских поселений по наделению органов местного самоуправления 55 335 000 рублей. На расходы архивного фонда 280 000 рублей, на организацию осуществления деятельности по ОПЕК попечительства 747 000 рублей. Административные комиссии, оба комиссии 423 000 рублей. Расход на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 2 830 000. На осуществление полномочий по осуществлению, составлению изменений списка кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции 38 900 рублей. Расход на оплату компенсации части родительской платы на содержание ребенка государственного муниципального учреждения 1 184 700 рублей. На модернизацию библиотек, части комплектования книжных фондов 150 000 рублей. Абнетлер проект албук инжу и цонison бук арарасхура бесан нетлет атлумук библиотека комплектования языка накал. Расход на выплату единовременно пособий при всех формах устройства детей в семью 263 939 рублей. Пособие на детей сирот 4 766 000. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 12 168 000. Олаб Иерсон Алжани, Нетлес Боскова, дети-сирота за Анцил Кигру. Нетлер муниципальной собственности Лодяджуну, Отлес Режион Нетлер Митлрупуана, Эдаци Антлу, Эдаци Игу Табгину Эдинуан, Эсан Царгу
если кому ханзит ичисиру осколио, и очередь оценивали. Классное руководство педагогическим работникам 26 миллионов 495 тысяч рублей. Прогнозный расчетный показатель по налогам и неналоговым доходам, формирующий доходную часть бюджета района и Василин, указанный показатель скорректирован с учетом уточнения прогноза социально-экономического развития РД на 2022 год при определении объема дотации из фонда финансовой поддержки используя данные согласования на межведомственной комиссии по определению налогового потенциала. НДФЛ 175 миллионов, патент 10 тысяч, единый сельскохозяйственный налог 1 470 000, упрощенная система налогообложения 10 375 000, госпошлина 800 тысяч, налоговые доходы 4 606 000. Всего по району 192 миллиона 261. И кроме того акциз на ГСМ, дорожный контроль холда, табугу 50 миллионов 114 тысяч. Поселение из НДФЛ 5 миллионов 840, сельхозналог 630, налог на имущество 1 735 000, земельный налог 3 745 000, налоговые доходы 94. Итого 12 миллионов 44 тысячи рублей. Учесть проекта бюджета на 2021-2022 год доходы по основным социальным доходным источникам суммы 242 375 тысяч рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга Эмир-Кузовский район на 1 января 2022 года предусмотреть в сумме 96 миллионов 900 тысяч рублей. Переходящие лимиты на 1 января 2022 года определили источник покрытия дефицита бюджета. И бюджет, расходная часть, здесь уже их идет ланилон хенцерап и вот ланицы беседа досудзали. Зарплата с начислением всего по району 683 миллиона 269. Иные выплаты, командировочные, санаторный курортный 129 300 рублей, командировочные 170 тысяч рублей, связь 388 тысяч рублей, электроэнергия и личное освещение 8 миллионов 512 700 рублей. Сайты 1С бухгалтерии, подписка, страхование 1 319 200 рублей, ГСМ 1 125 000. Канцтовары, хозтовары, учреждением образования 1 миллион рублей. Уголь 8 миллионов 23 тысячи рублей, газ 3 миллиона 160, дрова 461, земельный налог 286, имущественный налог 4 миллиона 794 тысячи, питание 21 миллион 467 тысяч, питание 1-4 класс и ОВЗ 15 миллионов 954, ремонт учреждения образования 4 миллиона 417, ФК спорт, от проекта долга на 300 тысяч рублей, азиянс дагогилум судаци киномха и Харахинский участок, Гацатлинский участок по 100 тысяч, Хунзак 1200 и районный спорткомитет 600 тысяч. Молодежка 500 тысяч, муниципальный долг района Метлицы Санбетской школы 5 миллионов 197 тысяч рублей. Аренда помещения 360 тысяч, доплата пенсии 1 500, 1,5 миллиона, финансирование на учреждение образования 2 миллиона, резервный фонд 3 миллиона. А 3 миллиона это щенкара, 1,5 он это обычный резервный фонд и 1,5 анихлона от подниматума ропросующего это дошкольные учреждения и учреждения образования случай ЧС, а здесь данные арцахлезрубени материалов силу это добавить. Сахна содержание 850, редакция на газету 470, отдел образования
во время проведения ЕГЭ Азиат Хашиосилунеги Барон Арцел 150 тысяч, безопасность 500 тысяч, на культурные мероприятия 500 тысяч, на телевидении 3 миллиона 512, библиотечный фонд субвенции 150, дорожный фонд 50 миллионов, строительство школы Арани 190 миллионов, строительство водопровода Батлаич 36 миллионов, 6 тысяч рублей, ВУЗ 2 миллиона 830 тысяч рублей, парк 1 731 000. Сироты 4 миллиона 766, жилье сиротам 12 миллионов, родительская плата 1 миллион 184 тысячи, поселение 55 миллионов 335 тысяч рублей. Один расходный участок. 2,5 миллиона школы ЗИ. Изменения сразу садах изменения если полосуя сонат асуетая чуход арфа и конце месяц раджа конце ахирис раджа раги доходил геолжуан таджуан если асад ходму 21 год 39 миллионов 727 тысяч рублей. Если распределение уха дорожный фонд хохот умогнет 30 миллионов 171 тысяча 665. Эти один распределение ухо. Ну дорожный фонд пока не лез кинет, не лез проектирование лежишь чанели росут, водоотведение и канализации тларахал, эмнохал жо баджази пока распределение унеджу, абубини они отшлюизам. Администрация рая собрания отлуном 400 тысяч рублей, администрации туризм 500 тысяч рублей, школы охраны нет лет обязательно люанчо, чино район одрушин школа охранник алшейдон, пока нет лет выгресал он шубу школу лези бихизом охраны. И эзи 500 тысяч годовой фонд. Музак сош один, Батлаич сош, Ануси сош, Коцат сош, Арани сош, Орота сош. 2,5 миллиона. У школы сигнализации тревожная кнопка лезет, лечь уход умуги. Харикало сош, Ануси сош, Флайлох, Уцра, Харахи сош, Хиндрат сош, Уцра сош, Мочох. 69 955 рублей. Базиги Бихизор Арас, Азит тревожная кнопка лезет. И будет сад югу сигнализация из югу, он завтра сад номер 2, детсад Обода Рамашка. Возврат Минфин 3 миллиона 397 501. Там первый 4 класс питания остатка ходара. Там субсидии местной инициативы 66. Субсидии питания ОВЗ 330. Стандарт детсады 126 тысяч. Лежит себе нацел, а он отлично на первое число ходил, кино Минфина возврат эску. И классный руководство 50 335. Это сумма. НДФЛ будет 135 миллионов от Арзи. Исполнение реальной суммы будущего. Который спорит. Нетле 175 лумохо, исан нетле 21 год бакана 174 там с копейками. Ну, аз повышение зарплаты нетле бих изолюгахал. Нетле уложить целикова. Федеральные деньги, Арати школа 36 миллион или дополнительно Арати школа. 42 миллиона их изом Арати. Исан 21 год кян, а сой то нетлеца. 8 230. Абон уже полностью. Вот если бы хуман вознит лимит. Чистая вода федеральная. Да, об халк зайси республика лиги. Исполнение бихизюгинидон, хадоги баянч позов конце год и перешел на это. Я возил проект был 22 год завершить. Так заложено. Вообще
чаяда. Алда отсан бицанову пока главное жилье детям-сиротам было 20 миллионов грош. Фактически 33 тысячи грош, 33 800, тоже квадратный метр отток, 30 квадратных метров Москва, отсюда часы. Тебе было 500 тысяч, а тебе почти миллион грош. Рособат с заявками вокзал России. Значит, Роскола официально тендером дагитон, торговал дагитон, зеленка гибли хадура вокзал. Долготен завтра список гитон, живет сельбасин, кто является сиротой, кому положены эти дома. Хабса список гитон, пускай готовят дома, жахался дайник. Вот чаем интересуется, ахрисы плат, экран телевизор пропадал. Но же розык миллион, полторы часа получаем рейд, розык получаем рейд, поэтому республикан фигал вокзал, нормальный жить, разбер вокзал, речь за амалом. Значит, мой доклад никак не может быть коротким, потому что я должна буду охватить все стороны образования. Свой доклад я построил, исходя из результатов реализации данных ключевых направлений системы образования нашего района. Сегодня образовательные сети, я дам краткую характеристику образовательной сети нашего района. Почему? Потому что, может быть, здесь есть депутаты, которые не знают и это. Поэтому сегодня образовательная система нашего района представляет собой 81 образовательных организаций, 19 средних школ, 7 основных школ, 12 начальных школ, 38 дошкольных образовательных организаций, при этом 83 групп и 5 учреждений дополнительного образования. Сеть в районе стабильна, за исключением Сиюкской школы, в котором в текущем году произведена реорганизация на школу-сад. В образовательных учреждениях первую смену обучается 2893 ребенка, а во вторую смену всего лишь 11 учеников. Это у нас Аркачинская общеобразовательная школа. Из общего количества учащихся детей-инвалидов 31, и все 31 на домашнем обучении. В дошкольных образовательных учреждениях 1368 детей, а в учреждениях дополнительного образования 2253. На 31 декабря 2021 года количество мест в дошкольном образовательном учреждении 1500, количество свободных мест 137. Очереди 374 ребенка, из них 64 льготника. Во всех населенных пунктах доступность дошкольного образования 100%, за исключением Арата 60%, Амуши 73%, Харикулу 80%, Утра 86% и Мушули 83%. Одной из важных и приоритетных задач муниципальной системы образования является сохранность и приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствии с современным требованиям. Безопасность, антитеррористическая защищенность, комфорт и благоприятные условия для осуществления трудовой деятельности. Наши учреждения построены 50, 70, а то и 100 лет назад и требуют ремонта и модернизации. В связи с этим наш район до 2023 года имеет возможность обновить, построить новые школы и сады. Предусмотрено строительство 7 школ в селах Арани, Амуши, Ахалчи, Буцра, Батлаич, Оркач и Мочох. И капитальный ремонт Ахской и Ачминской основной школе. Также в селении Хузах планируется строительство нового детского сада на 200 мест и капитальный ремонт в детских садах номер 2 и номер 3. Важным показателем успешного развития системы образования является ежегодное участие образовательных учреждений Хузахский район в реализации нацпроекта «Современная школа», успех каждого ребенка и цифровая образовательная среда. В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» организовано подключение образовательных учреждений района к цифровому сервису интернет. Пандемия коронавируса проверила нас возможность использования всех возможных цифровых платформ для организации обучения онлайн в дистанционном режиме. Проект «Современная школа» предполагает совершенствование материально-технической базы школ путем создания центров технического и гуманитарного образования под названием «Точка роста». Мы участвуем в данном проекте уже 3-й год. В 9 школах открыты центры «Точки роста». В этом году планируется создать центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Ануси, Уздалрусу и Гацатлинской школе. Но, как мы понимаем, мало купить новую технику, сделать ремонт помещений, но надо, чтобы прогресс работал на нашего ученика. В связи с этим хочу отметить эффективную работу точки роста в этом году Ободинской среднеобразовательной школы. В 2022-2024 году в Грозном состоялся и завершающий форум педагогообразовательных центров точки роста, IT-клуб и школьных технопарков «Кванториум», где участвовал руководитель центра точка роста Ободинской школы Инусова Зарима Инусовна. Участники форума ознакомились с практическими реализацией образовательных программ нового типа, опытом использования современных технологий и оборудования и форм обучения, направленных на развитие талантов и способностей наших детей. В федеральном проекте «Успех каждого ребенка» проводится поддержка одаренных детей и ранняя профориентационная работа. В 2021 году, согласно квоте, 181 учеников стали участниками программы «Проектория» и «Билет в будущее». Кроме того, в рамках данного проекта осуществляется реализация условий для занятия физической культурой и спортом посредством создания школьных спортивных клубов, что и обязывает нас сейчас Министерство образования. Участниками внедрения дополнительных образовательных программ в этом году является Анусинская средняя школа, это направление «Планета будущего», агроэкология, Батлайчинская среднеобразовательная школа, направление «Лидер школьного движения», социокультурная адаптация и развитие социальной активности. Хунзарская среднеобразовательная школа, туристско-краеведческая программа «Юный турист» и Гацатлинская среднеобразовательная школа, физкультурно-спортивная программа «Футбол». Также в детский сад «Ромашка» направление физкультурно-спортивной программы «Футбол». В рамках реализации проекта «100 школ» Хунзарский район выполнен капитальный ремонт в Хунзарской школе номер 1 и отремонтирован спортивный зал в Хунзарской школе номер 2. Я вновь призываю беречь и сохранять отремонтированные залы, спортивные площадки, увеличить количество детей, занимающихся различными видами спорта в школьных спортивных клубах. Дети должны получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. Это и есть ключевой слоган национального проекта образования. Одним из важных показателей эффективности функционирования системы образования является качество результатов. Дошкольного образования качество результатов – это доступность образования, в том числе доступность для детей ОВЗ и инвалидов, внедрение программ дошкольного образования, отвечающего запросам всех категорий детей, в том числе и детям с особенностями здоровья. В общем, образование качества – это не только качество процесса обучения, создания условий, но и результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, уровень социализации выпускников, их удовлетворительность процессом обучения. В Хунзарском районе в 2021 году ЕГЭ сдавали 391 учащихся. ГИА, то есть государственная итоговая аттестация. Из них ЕГЭ 168, ОГЭ 279. Наивысшее количество баллов набрала Хунзарская вторая школа, 96 баллов. Пункт проведения экзаменов, 12 аудиторий плюс штаб полностью готовы, установлены новые камеры, все работники ПП, все привлеченные лица завершили теоретические интерактивные дистанционные курсы на учебной платформе современного этапа. По результатам ОГЭ за 2021 учебный год по русскому языку 34 ученика из 168 учеников набрали 70 и более баллов. По результатам ГИА за 2021 учебный год аттестат не получили 8 учеников нашего района. Если говорить о достигнутых результатах государственной итоговой аттестации, она проведена на высоком техническом и организационном уровне, что отметило в этом году Министерством образования и науки РД. Сформирован постоянный состав сотрудников пунктов проведения экзаменов, новые технологии печати, контрольно-измерительных материалов и сканирование экзаменационных материалов непосредственно в пунктах проведения экзаменов полностью подтвердила всю работоспособность и надежность, что позволяет судить объективности проведения ЕГЭ. В течение 3 лет наблюдается стабильное повышение количества учеников, выпускников, то есть 9-11 классов, окончив среднюю школу на 4 и на 5. В этом году на золотую медаль школу окончили 17 учеников нашего района.
Хочу упомянуть о детях нашего района, которые находятся в социально опасном положении. Так, например, Магомедова Патимат Магомед Камиловна из селения Мочох и семья Мухумаевых из селения Джалакури находятся на учете комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Мансуров Дибир Магомедович из селения Обода, обучающихся в данный момент в лицее, находится на учете ПДН за повторяющие административные правонарушения. Что и мы делаем постоянную работу, связанную с этими детьми и их семьями. Вместе с этим хотелось бы упомянуть о победителях и призерах республиканских и всероссийских конкурсов и мероприятий за 2021 год. Победитель всероссийского мастер-класса «Учитель родного языка», в том числе и русского языка, Гусейнова Саида Дауда Магомедовна, Узнавроссийская средняя школа, и победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Долгатова Айзамиседо Долгатовна, ученица Гацатлинской средней школы. Ну, такой перечень я могу все больше и больше озвучить, уважаемые депутаты, но я хочу немножко сократить, потому что количество этих детей пофамильно есть, они и на сайте, и в Инстаграме, и везде. На сегодняшний день 12 образовательных учреждений обеспечены транспортными средствами, что позволяет осуществить подвоз детей из ближайших сел. Оснащение некоторых школ, нуждающихся в обеспечении транспортом, отсутствует по причине небезопасности дорог. Эти населенные пункты на ИК. И еще есть у нас заявка на Джалакури. Я думаю, этот вопрос мы еще обсудим. И если есть определенное количество детей селения Джалакури, которых бы надо было бы перевозить их в школу Мочок, я думаю, вопрос с транспортом не будет. Мы можем запросить еще один новый транспорт для района. В заключение хотелось бы озвучить некоторые проблемы системы образования. Одна из главных проблем района в сфере дошкольного образования – обеспечение его общедоступности. До сих пор остается нерешенной в полной мере проблема дефицита свободных мест в дошкольных учреждениях. В 2021 году дефицит мест для детей в возрасте от 2 до 7 лет составляет 413 мест. Имеется необходимость создания дополнительных мест путем построек новых детских садов в селении Арата и Амуши. Открытие сада в населенном пункте Нак-Ик. Кроме того, 5 детских садов находятся в арендованном помещении. Это селение Гурхуло, Сиюк, Буцура, Мочох и Чондор. Второе – это недостаточное оснащение детских садов и школ, устаревание материально-технической базы, невозможно обеспечение достойного уровня учебно-методической базы в соответствии в ГОС, также является серьезной проблемой. Необходимо полное обновление всего инновационно-технического оснащения образовательных учреждений, приобретение мультимедийных проекторов, стационарных интерактивных досок, многофункциональных принтеров, оборудование для проведения лабораторно-практических работ на уроках химии, физики и биологии. Требуется устранить недостаток организации защиты объектов образования от угроз террористического характера, то, что вы только что озвучили, установка дополнительного видеонаблюдения. Значит, и есть в 5 образовательных учреждениях установка либо замена периментального ограждения, тоже необходимость. Дальше у нас отсутствует система профессиональной работы образовательной организации в формировании, поддержанию и развитию обучающих устойчивой мотивации к педагогической деятельности, в том числе по причине недостаточности материальной поддержки молодых специалистов на всех уровнях организации, наставничество, школа молодого педагога, методическая помощь, сопровождение и организация поддержки на уровне района. Все это способствует закрепляемости специалистов в учреждениях района. Изменение приоритетов содержания дополнительного образования требует подготовки высокопрофессиональных педагогических кадров. Необходимо повышение профмастерства и развитие программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников. Сколько бы мы ни говорили о трансформации системы образования в цифровую среду, без грамотного, функционального и предметно подготовленного педагога нам не обойтись. В нашей сфере кадры решают, если не все проблемы, то большинство из тех, что существует в системе образования. Если еще вчера мы тихо говорили о том, что нам не хватает педагогов, сегодня же нам приходится об этом кричать. Средний возраст педагогов в районе составляет 47 лет.
Педагогическое сообщество взрослеет, а смена формируется с трудом. На сегодняшний день потребность в педагогических кадрах составляет в 12 школах. В 2021 году в район системы образования пришли 17 молодых специалистов. Особенно нуждается система образования педагогов таких предметных направлений, как математика, физика, химия, а в дошкольных образованиях квалифицированных воспитателей. Об этом стали говорить не только мы, но и наши родители, потому что это является не качество, это является и на качество образовательных услуг. В этом году наш район участвует в программе «Земский учитель». Но это все будет пустым, если мы сегодня не создадим достойную систему образования. Поэтому, чтобы как бы мы ни трудились в определенной области, если там не будет людей, которые могут ее развивать, результата не будет. Год образования должен дать импульс к тому, чтобы мы вместе определили критические точки и направления развития. Это не значит, что в 2022 году год образования завершится и образование перестанет быть приоритетным. Но за этот год мы должны поднять планку в прорывном режиме и дальше ее спускать, а динамично не спускать, а динамично развивать. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить глава МР Хунзарский район Нурмагомеда Максудгаджиевича, который всегда откликается на просьбу школ и садов и всячески содействует благоустройству образовательных учреждений, обращает внимание вплоть до призеров и победителей учеников школ. Значит, от себя я хочу пожелать всяческих благ и успехов. Ну, об образовании я могу говорить еще 2 часа, но я думаю, на сегодня хватит. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста. Отчет очень обширный и понятно. Непонятно, по поручению президента России послание, как идет питание, обеспечение питания. Первый вопрос. Второй вопрос. Вы здесь сказали, что нехватка педагогов. Вот у нас в селе Батлайч есть доктор математических наук. Он без работы сидит. А почему его нельзя куда-нибудь закрепить? Это математик, сильнейший математик. На первый вопрос отвечаю. Обеспечение питанием 100% во всех школах. Каждая школа получает, каждый ребенок получает 61 рублей на каждого ученика. Так, и еще плюс дополнительно получает 137 рублей дети-инвалиды. Эти деньги получает каждый родитель на карточку. Обеспечение 100%, даже, я думаю, дети, наверное, не доедают. Это даже вот мы кормим скот. А кто контролирует это вопрос? Все контролируют. Бухгалтерия контролирует, Роскомнадзор контролирует. Медицина как? Да, все контролируют. Есть у них, во всех школах есть у них свои комиссии. В любое время родитель может присутствовать, может даже попробовать, посмотреть. Периодически мы это ставим и на сайте, и в Инстаграм, требуем от руководителей тоже. Я думаю, вопрос, то есть питание в нашем районе идеально 100%. А то, что касается вопроса нашего кандидата наук, он работал в Аранинской школе, он получает на сегодня, он на первое время, когда выбирали работу, он выбрал другой путь, все знают. Так, у него тогда же была возможность сразу же его трудоустроить, и чтобы он пошел работать. Но он выбрал вторую дорогу, да, на сегодняшний день он получает 70% денег, да, которые получают все остальные, которые сидят дома. Да. Все вопросы под контролем. На сегодняшний день, если мы его устроим на работу, он этот 70% не будет получать. Пожалуйста, пускай подходит. Мы даже сегодня можем его трудоустроить. Внесли структуру администрации муниципального района Хунзарского следующие изменения. Сократив в отделе образования должность муниципальной службы заместителя начальника отдела 1 единица. Внесли отдел образования Хунзарский район муниципальной службы 2 единица, главный специалист. Утвердить структуру администрации Хунзарского района согласно положению 1. Зам Хан, Хадисов нашли главный специалист. Уздала соцсельские поселения Бачкумо ходатайство
фазе улиешуло 90-летиелдеги, Расул Газаров Усул 100-летиелдеги, Кахик клуб был достаточно фазе улиешуло, и ремонт кион Хачалию клуб, 90-летиелди, клуб, они библиотека Ахада, Расул Хамдасуд Аргельхези, ходатайствовать ему, нужно я уже ходатайство разъехал, я уже решение. Об утверждении решения Сейна изменения дополнения статьи устава ГИ, об утверждении бюджета МР Музаскари на 22 период 23-24, отчет проделанной работы отдела образования МР Музаскари района о внесении изменений. Штатное расписание администрации МР Музаскари района. По этому решению разы депутатов, пожалуйста, голосуйте. Кто за? Против, воздержавшись, нет. Президент, депутаты, коллеги, приглашенные. Коротко хочу рассказать о программах и об изменениях, которые вносятся в программу местной инициативы. Существенные изменения, поэтому не озвучить их здесь не получится. Проект местной инициативы реализуется в республике уже 5-й год, и все годы район участвует в этой программе. В прошлом году по республике прошли 84 проекта, из них 5 по нашему району. Я их озвучу. Ремонт детского садика Малый Гацат, строительство парковой зоны Гацат, ремонт СТК Кахикал, ремонт библиотеки Такада, ремонт водопровода Кинучут. Раньше, как вы знали, прием документов начинался с марта месяца, а в этом году прием начали с 13 января по 31 марта. Думаю, ни у кого нет готовых документов, кроме тех, кто в прошлом году готовили Минсельхоз, которые хотели подать документы. Поэтому такое изменение, обратите внимание. Размер субсидий сельских поселений увеличили с 2 до 5 миллионов, району от 5 до 10 миллионов. Финансовое обеспечение проекта для сельских 3%, для района 6%, было 2 и 3. Финансовое обеспечение проекта от мецената раньше было 5, сейчас сделали 15%. С выпиской из лицевого расчетного счета открыто в российской кредитной организации. То есть раньше меценаты могли выступать, выполнить работу или предоставить материалы, то теперь только в денежной форме. Общая численность проектов, реализуемых на территории одного сельского поселения, может превышать 2 проекта, а на территории района 8. Исключили открытие плоскостных спортивных сооружений, добавив вместо этого автомобильные дороги. То есть футбольные поля уже не получится реализовать по местной инициативе. В протоколе собрания граждан теперь надо приложить материалы, фото и видеофиксации самого собрания и внесение коллективного решения о выборе определенного проекта. Вот такие изменения вносятся в программу при подготовке документов. Қазір колледж участвует республикамда уличного программа B, очень много программ. Если участвовать во всех программах, госпел жив просто колледж сельпоселения, если будут участвовать, тоже можем. Никаких проблем нету. Но обязательно участвовать. Абсолютно беден данный клор, давай азунхолугу среда. Давайте на следующую среду Ахазгахан, живи глава се. Бугин колор адат перечень документов, что должно быть, как должно быть. Но Хазакулах объяснил положение все села, что есть программы, есть главы, которые участвуют из года в год, есть главы, которые берут эти деньги. Но есть главы, которые не участвуют, не хотят участвовать. Пишут Никола, чтобы для участия в этой программе обязательно Никола свидетельство о собственности на земельный участок или на помещение. Без этого ни одна программа не пройдет. Второе обязательное участие – решение собрания. Решение схода, решение собрания жителей, что это помещение, это здание, что эта территория им нужна. Работа сельских поселений полностью заполняется в государственной информационной системе «Единое окно». Нужно уже отпись нахи Чамбунов довести письменный устный докладной план глава Сухи. Лгода Самилях 0%, Хунзах 8, Батлэш 12, Кацалух 17, Путра 28, Калайлух Хаткануси 32, Харахи 46, Ада 51, Хамуши 68, Арпачи 73, Урут-А 83, Гацат 84, у остальных более 90%. Хаб Жани информации Босич советовал Ростхэ, Жибжи Ростов сельской информации, по линии Минсельхоз проект был единое окно, а он не только по линии Минсельхоз, но и по другим ведомствам, министерствам, программа субсидирования Кунарил Абулюк.
Также озвучить его последнее, 90% оплаты на биля. Начиная с сегодняшнего дня, все жители должны пройти тестирование. Кино участкового теста на коронавирус. Вакцина Хабурасики, Хабичисики, они могут являться носителями вируса. Нихержаховая ситуация кинозда бихолюгу, ковид батаники, грипп батаники, унтизигунтун, эмра адамову рохорегун, чтобы не было таких очагов, как в 2020 году. Чтобы не было таких ситуаций, Жахалс Байбиком кино участковый тестал, ничего такого нету. Киго минталажани мазоки возле колледжалгун тестал, это должны сдавать, а у работников образования и медицины и администрации еженедельно, в понедельник, каждый понедельник должны давать тесты. Еженедельно. Кто не сдаст, пускай не идет в школу. Вакцинированы они, не вакцинированы они, все должны сдавать тесты. И Ганибичный Колохавод, 5 населенных пунктов, 5 руководителей глав сельских поселений, в УССР военный учетный стол. Что такое? Это федеральные деньги, республиканские деньги, которые надо платить нашим жителям. Кто-то секретарь делает, кто-то что-то, 180 тысяч раз нахуй сель поселенец. Ну, и так скудный бюджет. Я понимаю, дотация, которую мы сами можем регулировать, но эти деньги, которые от нас уходят. И по безответственности наших глав эти деньги от нас уходят. Вот таким главам, которые деньги не умеют держать, которые не умеют работать с деньгами, Мельница и Сана, сумму бюджет уменьшен. На ту сумму, которую они не смогли использовать, потратить не смогли. Зачем им эти деньги нужны, если они тратить не могут? Поэтому я вопрос к Блокину на Набезе.